позвонили, представились судьей, и что им положена компенсация за биоактивные добавки, которые приобретались ранее. После чего он начал отправлять денежные средства на различные счета, брал в долг, кредиты залез, и общий ущерб составил около 2,5 миллионов. За 5 месяцев 2021 года кибермошенники выманили у якутян более 131 миллиона рублей. Как нам пояснили в МВД, часто они притворяются сотрудниками банковских структур. Сейчас мы попробуем разобраться, как же все-таки вычислить злоумышленников. Здравствуйте. Здравствуйте. Как же все-таки вычислить злоумышленников? Основная примета мошенников – это их инициатива. Они сначала обращаются к вам, отправляют смс-ки, пишут по социальной сети или напрямую выходят по телефону своим звонком. Они, конечно, выглядят очень убедительно, они знают, как вас зовут, какое у вас место жительства. В результате человек отвечает им и устанавливается контакт. Второй приметой – это они говорят о деньгах. Деньги в данном случае являются основным предметом разговора. Они предлагают распорядиться своими деньгами, перевести их на какой-то защитный счет, резервный счет или еще какой-то. Для этого они выпытывают персональные данные. Просят сообщить вас логины, пароли, известные только вам или приходящие к вам по телефону через СМС. Если подобные вещи к вам приходят, никому нельзя их сообщать. Я еще раз это подчеркиваю. Это персональные данные. Когда разговор заходит в тупик, мошенники часто выводят из равновесия. Они отличные психологи, они обращаются либо к страху, либо стараются вас, как-то завлечь, обрадовать, сбить с толку. Этим притупляется бдительность людей, люди теряются, люди становятся доступными. На этом мошенники также играют. Они, например, предлагают поучаствовать в лотерее, перевести какую-то небольшую сумму. Внешне это выглядит вполне себе безопасно. Человек расслабляется, раскрывает, опять же, свои данные, чем мошенники обязательно воспользуются и выводят все средства, которые есть на счету. Ну и последнее, это когда человек начинает колебаться. Мошенники ставят человека в такую ситуацию, когда осуществляется давление, да? То есть последний шанс, последняя минута, если сейчас или никогда, деньги ваши вот-вот сейчас будут украдены. Человек опять же начинает испытывать эмоцию и поддается на уловки мошенников. Вот 5 основных, наверное, таких моментов. Я еще раз повторю, то есть это инициатива со стороны мошенников, это обязательно разговор о деньгах, это выманивание, выпытывание персональных данных, именно данных, которые доступны только вам. Это вывод вас из равновесия и это оказание такого психологического давления. Если вы в своем разговоре почувствовали что-то неладное, если вы увидели вот одну из этих 5 причин, мягко прекратите разговор, отключитесь, положите трубку или перестаньте общаться в социальной сети. После чего, не предпринимая никаких поспешных решений, обратитесь в свою кредитную организацию, уточните состояние счета. Работники банка обязательно вам помогут, вас успокоят. После чего вы сможете уже взвешенное решение предпринять. Люди, перепроверяйте себя, перепроверяйте обращения, которые к вам приходят. Ну, а в качестве такого развития, да, получения новой информации, я рекомендую посетить просветительский ресурс Банка России Финкульт.Инфо. В разделе «Грабли» описаны различные ситуации, с которыми сталкивались наши граждане и которые уже обращались в органы внутренних дел. Будьте бдительны. В период с 21 по 27 июня, то есть всего за одну неделю прошлого месяца, в республике 20 женщин и 10 мужчин стали жертвами дистанционных мошенников. Обману поддались жители городов Якутск, Мирный, Удачный и Нерюнгри. Какие наиболее распространенные случаи и самые крупные суммы? По данным статистики, с января по май текущего года в производстве находилось 1221 преступление по линии IT. Наиболее распространенный отъем денег является это, когда звонит, представляется сотрудниками банка, просит назвать реквизиты, сведения по банковской карте, коды, пришедшие в СМС, после чего получает доступ к онлайн-банкингу и совершает хищение со счетов и карт потерпевших. Также у нас очень распространено это, когда
ранее вы приобретали какие-нибудь лекарственные препараты, биоактивные добавки или медикаменты, и после чего звонишь и представляется сотрудникам различных органов и говорит, что им положена компенсация, в результате чего потерпевший начинает отправлять деньги на разные счета, банковские карты, после чего они продолжительное время путем обмана, злоупотребления доверием получают денежные средства от потерпевших. И также сейчас на данный момент самое распространенное — это игра на биржах, бинарах, акциях, покупка драгоценных металлов и камней, акций, золота. В связи с финансовой неграмотностью люди доверяются им, на различных рекламных сайтах получают ссылки, после чего, проходя по ним, отправляют денежные средства на различные счета банковские, также организации, после чего в последующем обращаются в полицию. Расскажите, пожалуйста, кто становится жертвами, есть ли какая-то статистика, градация, может, есть какая-то прослойка населения, которая менее подвержена, а есть более подвержена? Более подвержен у нас рабочий класс, это получается от 30 до 50 лет, которые пытаются вложить, как-то приумножить деньги свои всякими разными способами, но ввиду финансовой неграмотности они попадаются на уловки мошенников. Житель Намского района, увидев объявление, пройдя по ссылке, указав все свои данные, после чего перезвонили, представились сотрудникам брокерской компании. Он, войдя в доверие, скачал приложение, также открыл счета и после чего перечислил денежные средства на различные карты. Общий ущерб составил 6,5 миллионов рублей.